Гран-при и приз зрительских симпатий республиканского фестиваля современной коми-песни «Василей» снова достался Валентине Лебедевой. Она исполнила песню «Чужанму. Родная земля», которую высоко оценили жюри и зрители. К слову, в прошлом году Валентина также забрала обе награды. Из Усть-Куломского района передает Павел Королев. Василей снова вернулся в родные стены. В прошлом году коррективы внесла пандемия, а потому фестиваль прошел лишь в онлайн-формате. Ну а в этом году долгожданный концерт коми-песни снова собрал всех на Усть-Куломской земле. Уже по старой традиции весь Василей сопровождается шуточной интермедией, главными героями которой стали Акулина и Кочвел. Они знакомят зрителей с традициями Васильева вечера и святочных гуляний. В этом году задумана была программа на основе поверья народа коми, что когда в крещенские морозы, в святочные дни трещали избы от мороза, наши предки верили в том, что эта баба Акулина едет с зайцем в тележке, и она стучит деревянной ложкой по избам, и поэтому избы трещат от мороза. В этом году Василей урожайный. За звание лучшие поборолись 15 песен. В прошлом их было всего 12. Лирические, шуточные, речитатив рэпа и тяжелые гитарные рифы коми-рока. Разные стили и форматы слились в единое целое. Вот даже дуэт Анны Ардовой и Андрея Платова двуязычный. Андрей не знает коми-языка, однако это не мешает артистам цеплять и удерживать зрительный зал. Конечно же, к нему готовились, учили слова, учили, репетировали, да, вот. Тем более Андрей русский, да, и песня на коми, учили произношение, чтобы было верное, нас корректировали, вот, но мы старались. Зрители и жюри признаются, Василей каждый год удивляет, как новыми песнями и исполнителями, так и композиторами. К слову, именно последних хотели воспитать отцы-основатели фестиваля почти 30 лет назад. Бурсые, мой. Хорошо, что в свое время у нас появился такой праздник-фестиваль. После этого в селах и поселках республики появились новые авторы, новые композиторы, которые за собой потянули исполнителей. И каждый год мы видим что-то новенькое. Отрадно видеть новых певцов, композиторов, а значит, коми-песни востребованы. Ведь люди уже привыкли, что у нас одни и те же лица. К слову, раньше на фестиваль старались искать профессиональных исполнителей, а сейчас авторы песен сами выходят на сцену. А это значит, что появляются новые лица, пишутся новые песни, и Василей, как и наша жизнь, не стоит на месте. Каждый год Василей открывает череду региональных мероприятий коми, в первую очередь культурных. И как следует из приветствия главы коми Владимира Уйба, нынешний год должен стать толчком к культурному преображению республики. Наступивший год объявлен президентом Российской Федерации годом культурного наследия народов России. В рамках нацпроекта «Культура» и других программ в республике строятся социокультурные центры, ремонтируются и оснащаются дома культуры, модернизируются детские школы искусства, обновляются библиотеки. Приоритетное внимание отводится сельским муниципалитетам. Как вы знаете, начиная с прошлого года обладателем гранта главы Республики Коми ко Дню образования республики могут стать только сельские районы. В 2021 году по итогам конкурсного отбора грант получил Усть-Куломский район. Ну а приз зрительских симпатий и гран-при Василея досталась песне «Чужанму. Родная земля». Исполнила ее Валентина Лебедева, а именно она в прошлом году также забрала обе награды фестиваля. Непередаваемые ощущения, полный зал зрителей, которые ждут твоего выступления. Ты видишь их глаза, тебе аплодируют, многие уже знают меня с прошлого года, и ты стараешься петь еще лучше, раскрыть свое сердце зрителю, чтобы песня понравилась им. К слову, в этом году Валентина Лебедева попробовала себя еще и в новом творческом амплуа. Так она написала на стихи Нины Обрезковой музыку, что вылилось в песню «Чужанму», которую больше всех оценили зрители и жюри. Чужанму освещение
Павел Королев, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Усть-Кулом.